Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши лайки, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Какие двери и возможности вам скоро откроются? Я буду смотреть на 6 месяцев. Если вы хотите, вы можете загадать свой срок. Пожалуйста, настраивайтесь, посмотрите на песочек, назовите свое имя. Также вы можете назвать свою дату рождения и задайте свой вопрос. Какие двери и возможности мне скоро откроются? Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Высшие силы помогут моим рукам. То, что сейчас скрыто, это сейчас узнать. Так, во-первых, идет очень серьезная возможность на какое-то перемещение. Это переезд места на место. Возможно, даже какой-то вид иммиграции. Может быть, кто-то учиться уедет, переедет. Какой-то грант получит, приглашение. Какая-то командировка, может быть, длительная будет у вашего супруга, а вы как бы последуете за ним. Здесь какая-то интересная возможность идет с какой-то долей неожиданности. То есть кто-то знает, готовится, надеется. Вот кто, кстати, знает, надеется и верит, у вас немножечко позже получится, чем вы себе там думаете. То есть вы планируете, например, ехать, допустим, в апреле, а поедете в июне. Либо вы ждете, что вам приглашение придет в марте, а оно придет, скажем так, в мае. То есть у вас идет какой-то разрыв по времени с тем, что вы планируете, и с тем, что вы получите. Но поездка будет, она вам по судьбе прописана, вы туда едете. У другой же части людей это будет какое-то спонтанное решение, причем как-то придется очень быстро реагировать. Вот как возможность появляется, действительно открывается дверь. Например, вы хотели поехать в Европу. Давно планировали, не знаю, как турист посмотреть, кто-то хотел работать. И возможности у вас не было. Даже каких-то, может быть, и перспектив не было. А тут, благодаря какой-то внешней ситуации вокруг вас, вот эта дверь открывается, вам говорят, вот тебе рука. Хочешь к нам? Давай. Держись за руку, мы тебя сейчас заберем. Как-то неожиданно произойдет. И человек, практически, не имея возможности подумать, собирается и отправляется в этот путь. Знаете, как будто бы шаг в неизвестность. Будет немножко страшно, переживания будут, но поверьте, там вам будет гораздо лучше. И именно там вы познаете все те самые важные уроки для вас, для вашей жизни, для вашего будущего. Смотрите, это очень важно. Отнеситесь к этому важно. Вот именно к таким спонтанным возможностям на переезд, на переселение, на поездки какие-то, Вы должны ехать. Вы должны ехать. Я, вы знаете, кто смотрит мои отсыпки, я не люблю делать плохие предсказания, практически стараюсь их и не делать. Если вижу, что ситуация неизбежна, я просто предупреждаю. Все плохое, что я вижу в песке, я его стараюсь не озвучивать. Я его просто потом уничтожаю, запечатаю и убираю. Это мое правило, и я ему следую. Я не люблю, когда люди нагнетают ситуации, когда какие-то ужасы начинают рассказывать, когда сыплят всякими негативами. Это дешевый хайп, по-другому и не скажешь. Вы можете посмотреть на мои руки. Вот, пожалуйста, видите, какие у меня руки побитые, все чернухой изъеденные. Потому что я постоянно с этим работаю, делая общие даже гадания, общие, например, отливки, чистки.
на моем другом канале, я потом этот весь негатив, я с ним борюсь, я его уничтожаю. И вот он так на моих руках проявляется. Кстати, да, если вы видите людей с такими бархатными ручками, на маникюренными, которые сидят и говорят: боже, я такая прям сильнейшая там ведунья, да, 105 уровня, ну, знаете, что просто врет и обычная дешевая шарлатанка, цирк Шапито. Люди, которые действительно практикуют и что-то делают, у них в принципе не могут быть руки красивыми и чистыми, потому что руки — это инструмент. Когда ты с чернухой работаешь, ну, от нее защититься практически невозможно. Все равно, да, попадает. Вот, так, не будем отвлекаться. Значит, я хочу вам сказать, что у вас получается на эту поездку, но у вас не от хорошей жизни вы в нее поедете, да, не от хорошей ситуации. То есть что-то будет происходить. И уехав, либо переехав, либо съехав с того места, где вы находились, вы как будто бы, ну, сохраните свое здоровье, да, здоровье своих близких, может быть, даже и жизни. Вот, поэтому отнеситесь правильно. Если такое вам прям вот, ну, вам прям постучат, скажут: все, поехали, надо все оставить и поехать. Вот это будет хорошо. Это будет именно тот шанс, та возможность, которую дают вам высшие силы на то, чтобы сохраниться и сохранить свою семью, своих близких. Вот отнеситесь к этому правильно. Я не хочу никого пугать, я не хочу, чтобы вы там в панику впадали. Я просто говорю, возможность будет, она не у всех будет. И это предсказание не для всех, это лишь для какой-то части людей. Едьте, вот не задумываясь, просто садитесь и едьте. Вот поверьте, это лучшее, что вы можете сделать для себя, для своих детей, для своих близких. Конечно, никому не желаю, но вижу, что вам Боженька поможет. Вот, чтобы вы понимали. Так, следующий момент. Здесь рыбка очень хорошая. Рыбка, человек ловит большую-большую рыбку. Голодный человек ловит какую-то гигантскую рыбу, вкусную, большую, свежую рыбу. Голодный человек, человек, который много в жизни терял, человек, который не доедал, не досыпал, по здоровью страдал. Понимаете, рыба — это не только про деньги. Рыба — это и про возможность, и про шанс, и про любовь, и про радость жизни. Это все вот именно про благость. Человек голыми руками эту рыбу ловит. Это просто судьбоносный знак. По-другому не скажешь. Вот человек, и вот голыми руками он поймал рыбу. Это в основании идет. В основании это событие вот самого ближайшего будущего. Кому-то просто невероятная удача, даже не улыбнется, нет, знаете, как будто бы под руку вас возьмет, да, и с вами по жизни пойдет. Это не будет на постоянной основе, это будет вот прям судьбоносный день, либо судьбоносная ситуация, когда вы своими голыми руками сможете поймать вот эту огромную рыбу. Это может, кстати, касаться всяких розыгрышей, выигрышей. Знаете, как человек в нужное время, в нужный час оказался в нужном месте. Вот такая ситуация может быть. Но это вот именно заслуженно идет. Человек заслужил. Что я хочу вам сказать? Не надо будет об этой своей удаче, либо об этой своей возможности распространяться, ну, говорить людям вокруг, даже если это ваши родственники. Вот поверьте, самое лучшее, что вы можете сделать, это хранить все внутри себя, либо внутри своей семьи. И, кстати, да, своим самым близким, домочадцам тоже скажите, что распространяться о том, что у нас там что-то получилось, к нам что-то вот такое большое, теплое и светлое попало в руки, надо молчать. Потому что у вас сразу возникнут какие-то, вот знаете, эти просители, недоброжелатели, злопыхатели, которые не просто могут простить, но и могут попытаться забрать. Вот здесь будьте аккуратнее и помните, что ваша безопасность в ваших руках. Тихо. Да? Вот есть во всех, ну не во всех, конечно, да, во многих заговорах конечные слова рот, ключ, замок. Вот и ваша ситуация должна быть рот, ключ и замок. Все, замок, который не открывается. Помните об этом. Как только вы начнете говорить, либо люди вокруг вас будут узнавать о том, что вам повезло, что у вас какая-то вот возможность, деньги пришли, какие-то, может быть, преференции вы получили, сразу пойдет поток негатива. Жуткий поток, который будет терзать
ваши возможности, терзать вашу энергетику. Ну и как бы, да, понимаете, негатив он очень сильно разрушает. Вот особенно вот зависть. Зависть — это вообще ужас. Она из человека дурака делает. Вроде хороший человек, но как начинает завидовать, уже сам не свой. Это настолько сильно дьявол в сердце селится, да, вот так сжимает, да, что человек ни спать, ни есть не может, как вот ему больно, что кому-то хорошо. Поэтому молчите. Молчите о том, что вам повезет, о том, что вам будет хорошо, молчите об этом. Дальше, мои хорошие, здесь у меня человек возвращается. Здесь человек прошел какой-то ад. Я по-другому сказать не могу. Да, возвращение из ада. Из ада. Это мужчина идет. Что он пережил? Ну, мне даже... Я не буду об этом говорить, что он пережил. Он придет, он вам расскажет. То, что посчитает нужным, он вам расскажет. То, что он пережил. Он идет к вам. Он возвращается в дом, в семью. Очень сложный путь, невероятно сложнейший путь у человека, но он дойдет. Уходил красивый парень, а вернется разбитый старик, но вернется. Вот вы должны это понимать, вернется. Это то, что поломало, но не убило. Вот, поэтому нужно будет очень бережно относиться к этому человеку. Если есть какие-то претензии, если есть какие-то там нерешенные вопросы, простите, отпустите, забудьте. Будьте довольны тем, что вернулся. Вот так я вам скажу. Проявите милосердие, проявите человеколюбие. И человеку нужно будет помогать. У кого-то это муж, у кого-то это бывший, у кого-то там сын, у кого-то это будет там, не знаю, отец, да, то есть человек, который ушел, пережил что-то невероятное, и он назад еле-еле вернулся. Поэтому тут нужно будет принимать, и нужно показать всю свою любовь, открыть свое сердце, открыть свою душу. Это опять же таки не для всех, это кому-то нужно знать. Если вы Это может быть и не вам предсказание идет, может быть кому-то из ваших родственников. Вот так тоже может отыграться, но придет. Еще важный момент хочу сказать по поводу какого-то насилия. Здесь насилие над женщиной, над семьей, над детьми. Здесь у женщины появится шанс от этого избавиться. Раз и навсегда такую большую-большую жирную точку поставить. Вам, женщине, да, кто-то помощь окажет. Либо совет какой-то даст, либо с нужными людьми у вас получится познакомиться, поговорить, заручиться чьей-то поддержкой и поставить вот эту точку. Но там, знаете, как по накатанной пойдет. Вам время пришло. То есть ваш вот этот страшный урок, он заканчивается. То есть у вас идет освобождение. Дверь в свободу, в новую жизнь, счастливую жизнь, где не нужно бояться, где не нужно жить в слезах и в страхе. Вот поверьте, очень важно. Вот я вижу просто, что мучается человечек сейчас очень сильно. И не одна девушка мучается, там еще и дети могут мучиться. У вас освобождение идет. Тут осталось совсем чуть-чуть до этой свободы. Дальше, мои хорошие. Тут кто-то пробьет дверь из одиночества. Смотрите, девушка, я не могу сказать, что девушка в возрасте. У нее хороший возраст. Это, знаете, как люди просто злые и любят такое, да, что там, как там принято, да, в 27 лет уже старородящая, и что только не говорят. Времена другие, люди другие. И ситуации другие. Вот не обращайте внимания на то, что говорят. Не надо строить отношения с теми, кто вам не подходит, чтобы быть удобной своей семье, да, чтобы там пальцами не тыкали, что ой, у тебя там семьи нет. Это вообще не важно. Важно, чтобы вы были счастливая. Ваш мужчина, он есть. И этот мужчина от вас уже недалеко. Он путь держит в вашу сторону, вы с ним познакомитесь. То есть у вас сейчас выбор, да, с кем-то встречаться, общаться, но там человек вам не сильно нравится, слишком много вопросов к этому человеку. Возможно, кстати, это и как треугольник выглядит, потому что этот мужчина, у него как две головы, он и в одну сторону смотрит, и в другую сторону смотрит. Значит, это не ваш путь, это не ваш человек. Вы потеряете свое время, вы потеряете
все свои ресурсы душевные, даже материальные можете потерять, но ничего с этим человеком не будет. У вас ваш мужчина идет, он к вам идет. Да, может быть, он петляет по этой дорожке, но он до вас обязательно дойдет. Не тратьте сейчас свои нервы на вот этого двуголового, двуличного человека. Вот серьезно, вы уже все прекрасно понимаете, все прекрасно чувствуете. Все, закрывайте эту дверь, и как только вы закроете вот эту дверь с этим непутевым человеком, ну, знаете, вот тут как отыграется? У кого-то отыграется как треугольник, да, где мужчина голову морочит, а у кого-то отыграется, что мужчина сам по себе какой-то гулявесер, да, раздолбай какой-то. Вот. Как только вы закроете дверь в этих отношениях, вот прям точку поставите, дверь закроете, у вас сразу же откроется новая дверь на новые отношения, на новую любовь. Вот этот вам не нужен, вам нужен вот этот. Вот он, видите, какой хороший, красивый, с одной головой, с правильной головой, которая у него на правильном месте. Вот, поэтому, девочки, мужчина будет. Кстати, мужчина идет с дарами. У него в руках он прям чуть ли не фонтан какой-то присутствует. То есть это какие-то дары, какие-то перспективы, какие-то новые возможности. Вот, подумайте об этом. Дальше, мои хорошие, какие двери открываются? На материнство двери открываются. На материнство. Вот у кого-то будет ситуация, вот отыграется 100%. Слушайте внимательно. Ребенка нет. А ребенка то ли по возрасту, то ли по обстоятельствам, да, я имею в виду медицинские показания, женщина родить не может. Вот у вас появится какая-то невероятная возможность ребенка взять на воспитание, либо усыновить. Вы будете очень много об этом думать и даже на это пойдете. И я вам вот что скажу. Как только вы этого ребенка, ну, либо там документы начнете оформлять, либо уже усыновите, вам Боженька позволит родить своего. Понимаете? То есть, ну, вот как женщина сразу дважды матерью становится. Это вот идет персонально для какой-то девушки. Девушка, вот она отчаялась, она постоянно думает о ребенке, постоянно высшие силы просит. Вот у мамы идет такое предсказание. 2 ребенка. Но они будут оба родные. Вот ребенка, которого усыновите, вот вы должны были его родить, но не родили. Но душа эта, она с вами связана. Того ребенка, которого усыновите, это ваша родная душа, это не чужой человек, не чужая душа, родная. Кстати, родная по материнской линии. Вот так вот 2 ребеночка будет. Вот такая дверь вам открывается. Это чудо. Тут по-другому и не скажешь. Дальше. Здесь потерянный человек идет, потерян. Я не могу сказать, при каких обстоятельствах потерялся. Может быть, потерялся как личность, погряз там в алкоголе, в каких-то извращениях, не знаю. То есть там от человека мало что осталось. То есть человека считают, что он, все, гиблая личность. Вот у этого человека идет перерождение. Перерождение, причем такое, знаете, вот человек там, например, пил, гулял, морально разлагался, там на улице уже даже мог жить, и либо там, употреблял какие-то средства, которые полностью затуманивали мозг и сознание. Вот человек переродится и в религию уйдет. Вот, это уже не будет тот человек, это будет новый человек. То есть какой-то вот даже религиозный сан идет этому человеку. То есть из позора и стыда в гордость и любовь идет. Здесь просто невероятная ситуация. Вот какой-то матери сердце, как, понимаете, в золотую оправу попадет. Настолько вот счастливая мама будет смотреть на своего, например, сына. Либо там бабушка смотреть на своего внука. То есть замечательное событие, замечательная ситуация. Так, по поводу отношений хочу сказать. Вот кто-то у меня живет давно в браке, как-то все уже стало тоскливо, серо, убого, отношений нет, близости нет, теплоты нет, одна мука. Да, и жена при живом тому же, как вдова.
но без положения вдовы. Значит, смотрите, в этих отношениях будет прогресс. Прогресс, причем идет, знаете, с чего? С какой-то проблемы. Между вами, это нет, не между вами, это в вашей жизни, вот как-то и ваша женщина, да, ее жизнь и жизнь мужчины. Что-то происходит. Какой-то вот прям, ну как взрыв, что ли, да. Вот на ровном месте какая-то большая проблема, да, образуется, какая-то воронка, которая в себя втягивает. И вы будете вынуждены объединиться с вашим мужчиной для того, чтобы эту ситуацию закрыть, решить, уладить. Вот благодаря этому объединению в сложную минуту, в сложной ситуации, ваша семья, ваши отношения получают второй шанс. Второй шанс. Не упустите этот шанс. Вы ведь все равно друг от друга никуда не денетесь. Ваши отношения глубоко кармические. Вам нужно быть вместе, и вместе вы будете. Как вы будете вместе, будет зависеть только лишь от вас. От вашего желания пойти навстречу друг другу. И я вам даже больше скажу, здесь тон задает женщина. Вот как женщина пожелает, такими отношения и будут. Поэтому, моя хорошая девушка, женщина, если вы узнали свою ситуацию, подумайте хорошо, подумайте. Да, ваш мужчина не ангел, но в нем очень много еще хорошего осталось. То есть это все можно возразить и приумножить. Вы умная женщина, вы замечательная женщина, у вас все получится, вы все сможете. Так, и напоследок хочу сказать одну важную вещь. Здесь у меня человечек, песочные часы выходит. Человечек, на которого снисходит высшая мудрость. Вот для многих из вас, кто зашел на эту отсыпку, какие-то вещи сейчас недоступны. То есть человек чего-то не видит, не понимает, не слышит, что-то где-то заблокировано, либо специально, да, какой-то морок на человека наводится. То есть человек чувствует, что живет в каком-то тумане, но как выбраться из этого тумана, не понимает. Вот вам вот высшая мудрость идет, вот прям придет, снизойдет на вас эта высшая мудрость. Вы себя начнете ощущать по-другому. Вы прокачаете свою интуицию, ну, я не знаю, там, до какого-нибудь там какого-то уровня. Вы начнете замечать то, что раньше не замечали, ощущать то, что не ощущали, видеть то, что раньше было скрыто. Опирайтесь на свою интуицию. Время идет непростое. Я уже говорила и в другой своей отсыпке, я просто вот в последнее время на всех своих гаданиях вижу эту ситуацию. Ну, приблизительно одни и те же люди меня смотрят. То есть вам высшие силы через мои гадания хотят помочь. Хотят помочь подготовить немножко к тому, что будет впереди. Время непростое. И ваши вот эти все экстрасенсы, дополнительные чувства, да, они будут приведены вот прям активированы, да, не приведены, а активированы, по максимуму будут активированы. Опирайтесь на свою интуицию, опирайтесь на свои ощущения. Вы все практически, да, вот 100% из тех, кто смотрит мою отсыпку, в какой-то момент почувствуете себя экстрасенсами, да, ведуньями, людьми, которые предчувствуют, предвидят, предвосхищают. Поэтому, мои хорошие, опирайтесь на себя, Боженька вам поможет, не оставит. И знайте, помощь будет. Время сложное пройдет, вы его переживете, а за сложными временами всегда наступает мир, радость, добро и счастье. Этого я вам искренне и желаю. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.